Нина Павловна Аданец, прошедшая Великую Отечественную войну, в январе этого года отпраздновала свой столетний юбилей в теплом кругу родных и близких. Много это или мало, каждый воспринимает эту дату по-своему. Конечно же, 100 лет – это возраст золотой. Люди, которые перешагнули вековой рубеж, вызывают не только уважение, но и восхищение. Нина Павловна родилась 14 января в 1925 году в селе Громы Братского района Иркутской области. В семье было 5 детей. Родители в 1937 году по распределению переехали в Амгинский район Якутской АССР. Когда началась война, Нине было 15 лет. Здесь прошло ее военное детство. Мужчин забирали на фронт, и вся тяжелая работа ложилась на хрупкие плечи женщин, детей и стариков. Наравне со взрослыми работала в колхозе на поле. Своим самоотверженным трудом внесла неоценимый вклад в приближение победы. В 1946 году Нина Павловна окончила торговое училище в городе Якутске и приехала работать в Нижнем Бестях бухгалтером. С тех пор она осталась жить в поселке Нижний Бестях, который стал ей родным. На протяжении долгих лет до выхода на заслуженный отдых Нина Павловна трудилась в связи с Сахателеком нефтебазе. За многолетний добросовестный труд в ее копилке хранится много грамот и благодарностей. Заслуженно присвоено звание труда, имеет медаль «Дети войны». Сюда мы приехали на теплоходе. Такая, кармаш такой. Приехали. Папа пекарем работал, мама сильно работала. Во время войны я училась. Вот, я кончила 8 классов. Сюда приехали мы в 1946 году. Жили в Амге. После МГ мы приехали в Бестях. В городе я училась 4 месяца на бухгалтера, и все. Работала в комнате, работала 15 лет, потом в связи 20 лет, на нефтебазе 5 лет. И там еще в буфете работала, в чайной. 3 года, все. Будет 45 лет, больше даже 45 лет. В 1960 году Нина Павловна вышла замуж за Николая Титовича Аданец. Николай Титович родился в 1931 году в деревне Николаевка Ивановского района Амурской области. В 1957 году Николай Титович приехал в Якутию. В Нижнем Бестях встретил свою судьбу Нину Павловну, и с тех пор они вместе прожили больше 60 лет. Родили и воспитали сына Юрия Николаевича. Муж Нины Павловны Николай Титович умер в 2022 году в возрасте 91 год. И с тех пор Нина Павловна переехала к сыну и невестке, и теперь живут все вместе. Она не сидит дома сложа руки и сегодня помогает своей невестке Надежде Леонидовне, хлопочет на кухне, моет посуду, чистит картошку. А здесь я что делаю? Ну, она мне помогает, я ей не могу. Ну, посуду помою, так как на улице выйду погуляю. Вот и все. Нина Павловна на вопрос, в чем же секрет долголетия, ответила, что в труде. Человек она трудолюбивый, с детства привыкла работать тяжелую работу. Она не привыкла жаловаться на трудности, она их преодолевала. Всю жизнь трудилась, старается никогда не терять оптимизма и радоваться новому дню. Ну, как всякий раз, да. Всякий раз работала 45 лет, а тогда я на пенсии, в колхозах работала, даже везде работала. После, когда ушла на пенсию, все равно так, я на субботнике работала. Я работала 45 лет, отработала. Вот. Сейчас я уже на пенсии. Сколько лет? Все. Во время пенсии я сильно не работала. Вот. Ну, понятно, там погребительные.
На рыбалку. Картошку садили. Нина Павловна очень любит петь песни своей молодости. Здравствуй, мать, прими привет от дочери. Пишет дочь, тебе издалека. Я жива, но жизнь моя разбита, одинока, скучно и горька. Завези меня, старую чужую, с одинокой буйной головой. И разбили жизнь мне молодую, разлучила с мамонькой с тобой. Помнишь, мать, играла я на сцене, веселила в клубе весь народ, а ты часто вечерами ожидала дочурку у ворот. Спасибо. Я много знал, но я забыла уже. А это я чаще вспоминаю, потому что мне скучно, я значит, маленький попою, а то мужа похоронила, когда обстановка такая. Все. Вот, нравится, не нравится, спела. Вот так. А девчат, с города девчата были, говорят, а по-якутски исполнили, я говорю, ой, если кто-то поет, я бы поела, а я не знаю. Я сама собой. Все. Вот такие. Вот. Так что одну песню я исполнила. Мама, бабушка, прабабушка – самые главные титулы Нины Павловны. 2 внука и 1 правнучка. В этом ее богатство. Сейчас она находится в окружении любви и заботе своей семьи. Насчет здоровья у нас, как бы сказать, для ее лет нормальное. Можно сказать, хорошее. Даже хорошее, ага. Ну, конечно, у нас не без таблеток утро, вечер, это обязательно у нас. И давление меряем, и так смотрим, и... Ну, бывает, что то одно заболит, то другое заболит. По чуть-чуть, помаленьку. Ну, где давление подскочит, где вот проблемы, ну, с кишечником, дюфалак бьет, с погодой. Погода влияет тоже сильно на нее. Петь любит, да? Ну, петь она при нас-то сильно не поет. Она при нас сильно не поет. А вот бывает, когда нас дома нет, мы домой заходим, она же не слышит, как заходим, она вот разговаривает. Может петь, сидеть может песни. Петь, сидеть, может что-нибудь вспоминать, что было, вот как бы сама себе все это, ну, прожитую жизнь, вот моменты вот она сама себе пересказывает. Амгу она вспоминает, ну, Бестях вспоминает, что именно работала она и в Холбасе, и на нефтебазе она работала. И в Сахателекоме она бухгалтером работала. Ну, сейчас Сахателекома так нет, сейчас Ростелеком. Вот даже иногда бывает, что вспоминает, как они, ну, с дядей Ваней, с братом, как они кирпичи какие-то делали, как они таскали эти кирпичи. Холбас тоже вспоминает, тоже в основном, вот, ну, такие вот баржи же разные приходили. И тяжелые таскали, и вот по одной досточке по трапу ходили. Вот это все она рассказывала нам. Насчет организации у нас, да, это и улусная администрация, и поселковая администрация помогают. Даже вопросов нет. 9 мая каждый год, да? Обязательно. Каждый год приходят, тортик, цветы дарят, все там. Но бывает эти продукты. Часто, во-первых, у нас всегда демонстрация. Всегда их возили, и это самое, потом у них обязательно мероприятия, там были концерты проходят, на памятники обязательно выезжают они, потом чаепитие. В клубе организовывали. Вообще постоянно. всегда хорошо, никогда вот нет такого, чтобы вот единственное, наверное, вот в пандемию у нас. Да, мы их никуда сами не отпускали. Сами, они же там, пандемия, мы сами туда в масках приходили, они даже на улицу никуда их не брали, ничего. И все. А по дому сейчас помогает, да? Помогает. Обижается, когда, если я что-то сама сделаю, обижается, вот ты мне ничего не даешь, ты это сама делаешь. Или там, например, я почищу картошку, поставлю варить. Ты почему сама делала? Ты почему мне не сказала? Я же сидела, я бы могла это тоже Картошку сделать. Тоже чистить. Или скажем, мам, ну просто уже даем, чтобы она на нас не обижалась, дадим, она сама картошки почистит. Утром, если убежим, я куда супруга на работу, она сама посуда остается, не мойте, я сама помою. Приходишь, уже все чисто стоит. А с мужем как они жили? Может, кем работал? Он
Работал в Сахателеком, у нас здесь был, ну и ТУС, он назывался эксплуатационно-технический узел связи. Он работал там главным механиком, за машинами все следил. Потом ушел, а мама ушла на пенсию, потом отец ушел, но у него чуть-чуть там до стажа что-то не хватало. Он, Ветеранских. ветеранских не хватало, он потом пошел в котельной там 2 года доработал и ветеранский все получил. Да. Вот рассказывала, что очень тяжело было, очень трудно было, что с продуктами очень тяжело было. Дедушка был же на войне, получается, и мать, бабушка, получается, одна, их воспитывала одна. Но, говорит, потом уже самый младший, дядя Паша, он был худенький, и врач приходила, его смотрела и как бы дополнительное питание ему выписала. И перед окончанием войны как бы, говорит, немножечко полегче стало у них жить. Там где-то молока, где-то муки, там немножечко побольше. А самое большое впечатление – это День Победы. 45-м. Ну, когда вот объявили, когда все сказали, вот как там. Она каждый год ждет День Победы. Она каждый год ждет День Победы, потому что готовится к нему. Она тоже как бы это самое ждет. Она очень ждет, когда поздравят ее, когда придет это. Ну, нас, конечно, поздравляют все. И администрация, и вот бывшие работы, с работы всегда приходят, поздравляют все. Ну, только последние 2 года вот она, то что. А до этого всегда мы ее или с администрации приезжает машина, или мы ее на своей машине туда, на площадь Победы, вот возим там они цветы к памятнику ложат, все делают. Хотим поздравить всех с Днем Победы. Всех ветеранов. Всех ветеранов, всех участников войны. Пожелать и самое главное здоровья, чтобы жили долго, счастливо, ну, чтобы не забывали никто их. И ни родственники, и ни администрация наша, и не все. Ну, конечно. Администрация не забывает, да, конечно. Ну, очень приятно, когда приходят, поздравляют. Не забывают. Надя, 2 внука сказали. Обязательно. Обязательно. Долгих лет жизни. Они работают уже. Желаем Нине Павловне душевного спокойствия, семейного благополучия и еще много счастливых дней в окружении близких и родных, а самое главное – здоровья на новый век.